День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России подали более 1,5 миллиона человек. Заявления поступили через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Правительственные группы выехали в районы Якутии с традиционным отчетом. На встречах жители смогут напрямую получить ответы на свои вопросы от членов правительства, высказать свои предложения и замечания. Историческое событие с ожиданием 70 лет. В начале февраля свои двери распахнуло новое здание онкодиспансера. Учреждение уже принимает первых пациентов. Игра в камушки, рисование, бисероплетение. На ВДНХ проходят различные мастер-классы, которые знакомят всех желающих с культурой народа Саха. Ледовый дворец Элейботур стал эпицентром хоккейных баталий между детскими командами из Якутска, Алдана и Нерюнгри. В столице прошло первенство «Золотая шайба». Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 1 миллион 580 тысяч избирателей. Еще 495 тысяч заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Об этом сообщила председатель Центра избиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии. Для участия в голосовании избирателю не нужно находиться в дни выборов на территории своего избирательного участка. Проголосовать дистанционно можно при помощи компьютера или телефона. Число поданных заявлений на голосование по месту нахождения посредством нашего мобильного избирателя и на дистанционное электронное голосование уже превысило 2 миллиона. То есть 2 миллиона 75 тысяч. 495 тысяч это подано для голосования по месту нахождения во время выборов. И 1 миллион 580 тысяч на дистанционное электронное голосование. Еще раз подчеркну, это из 28 регионов, помимо Москвы. В Москве там не нужно заявление, там уже своя статистика. То есть в целом уже довольно большое количество изъявило желание проголосовать дистанционно. Тем временем в Якутске проходит обучение для работников участковых избирательных комиссий столицы. Для удобства участников подготовка длится несколько дней. В течение этого времени все работники комиссии узнают основную информацию о выборах, а также про свои должностные обязанности и научатся работать в программе «ГАЗ-выборы». Всего на выборах президента России будет задействовано порядка 1700 человек. Отмечу, что по данным Центра избиркома Якутии насчитывается 35 территориальных избирательных комиссий, 790 участковых избирательных комиссий и 21 временный избирательный участок. Вот самое важное планирование, что говорила. Мы вчера и координаторам говорили, чтобы вы планировали ваш путь обхода. Мы должны сообщать в правоохранительные органы, куда вы пойдете. Мы еще сообщаем территориальным органам управления на предмет бродячих животных. И они там усиливают, еще, но они и сейчас работают, но усиливают работу по отлову. В Жиганске открыли 8-й по счету торгово-логистический центр. Они создаются в первую очередь для решения проблем людей. Жители поселка очень рады открытию, особенно низким ценам и большому ассортименту. При этом работа продолжается до 2025 года. В планах открыть торгово-логистические центры во всех 13 арктических районах республики. Также глава Якутии Айсен Николаев дал команду на запуск волоконной оптической линии связи в Жиганском районе. Высокоскоростным интернетом теперь обеспечены все жители Арктического района. ВОЛТС построили с села Кирова Вилюйского района до села Жиганска, проложив магистраль вдоль автозимника протяженностью в 370 километров. Это позволило соединить Улусный центр, села Бестях и Баханай с сетями связи центральных районов республики в рамках первого этапа проекта «Синергия Арктики». Построили несколько тысяч километров автоволокна во многие населенные пункты, не только Арктики, но и труднодоступные территории нашей республики. Поэтому я рад за Жиганский район. 3 населенных пункта сейчас реально подключены, уже началась работа высокоскоростного интернета. А до конца года, да, кстати, там тоже будет подключен. В Якутии стартовал традиционный отчет правительства региона. Первыми отчеты приняли жители Верхневилюйского, Горного, Усялданского и Вилюйского районов.
На встречах жители смогут напрямую получить ответы на свои вопросы от членов правительства, высказать свои предложения и замечания. Так, например, в течение 3 дней рабочая группа под руководством вице-премьера Сергея Местникова работала в Усть-Алданском районе. В основном население волнует вопросы подключения к центральному отоплению, мощности котлов, ремонта дорог, строительства новых социальных объектов. В целом отчет прошел достаточно хорошо. Оценка работы правительства со стороны населения, она положительная. Традиционный вопрос, который волнует население, это подключение частного сектора к централизованному теплоснабжению. Здесь многие населенные пункты на Слега своими силами при поддержке района продвинулись вперед и подключили жилые дома. Но есть и населенные пункты, у которых процент подключения частного сектора к такому отоплению довольно низкий. Здесь, конечно же, работа предстоит и в будущем. В Верхневилюйский район приехала рабочая группа в составе 18 человек под руководством первого заместителя председателя правительства региона Джулустана Борисова. Работа по отчету правительства велась в 21 наследии и отмечается, что жители активно участвовали во всех обсуждениях. Достаточно большое количество жителей населенных пунктов Наслегов приняли участие. Население активное, вопросов много. Ну, традиционно, конечно же, и по сельскому хозяйству вопросов много поступает. Ну и, как я отметил, вот самые такие животрепещущие вопросы данных Наслегов – это газификация 12 населенных пунктов и строительство моста для проезда с районным центром. В селе Бяськёль прошел отчет правительства Якутии в Горном районе. 3 правительственные группы на местах встречались с жителями, отчитывались о работе за прошлый год. Рабочую группу возглавила в этом году вице-премьер Ольга Балабкина. Курирующий район орган власти представляет министр культуры и духовного развития Афанасий Ноев. Перед началом встречи с жителями в каждом населенном пункте Горного района прошли приемы граждан по личным вопросам. Жители волновали вопросы здравоохранения, образования, сельского и жилищно-коммунального хозяйства. Поступали также вопросы, касающиеся образования, и наиболее остро стоит вопрос по строительству школы с интернатом в селе Салагон. Конечно же, несмотря на те улучшения, которые мы за эти годы провели в сфере здравоохранения в Горном Улусе, и они прежде всего были связаны с тем, что сегодня самая оснащенная сельская поликлиника, наверное, во всей стране вообще. Вот если брать Бердыгевскую центральную районную больницу по оснащению и лаборатории, и компьютерной томографии, ФЛГ. Второй момент, который уже сегодня реально ставится, это по качеству условий жизни с точки зрения комфорта в сельских населенных пунктах. Ну а о том, как прошли встречи с жителями в Нерюнгринском районе, расскажут наши коллеги. В Нерюнгринском районе прошел отчет правительства под руководством главы Кабинета министров региона Кирилла Бычкова. В первый день работы члены правительственной делегации провели прием граждан в поселке Чульман по интересующим жителей вопросам и отчитались о работе за 2023 год. Сегодня была очень позитивная дискуссия. Вопросы общие такие жители ставили и по качеству работы управляющих компаний, по поддержанию своего жилья. Но здесь, я думаю, что очень много вопросов действительно решено, но те вопросы, которые остались, они в ближайшее время тоже найдут свое решение. И нет никаких сомнений, что с каждым годом вот этих вот с таких сложностей и острых вопросов будет все меньше и меньше. Один из главных вопросов, стоящих на повестке дня – ремонт Чульманской школы и строительство здания новой, а также ремонт других социальных объектов. Мы обозначили таких 4 больших вопроса касаемо вот столетия поселка Чульман. Первый – это школа номер 9, строительство, которую начали, но должны более интенсивно начинать работать. Второй вопрос – это строительство здания ДК, нового ДК, потому что старое здание ветшает, очень ветшает, и сегодня не выполняет те задачи, которые он должен был делать. Третий вопрос ставили – это переселение ветхого и аварийного жилья, выделение финансовых средств. Программа очень серьезная, большая. Мы в 2024 году закрываем ее. И четвертый вопрос – большой вопрос тоже серьезный, это обеззараживание, обезжелезывание воды поселка Чульман. По-прежнему остро у жителей Чульмана стоят вопросы ЖКХ, реформирование первичного звена здравоохранения, переселение из ветхого и аварийного жилья, а также проблемы среднего и дошкольного образования. Я решилась обратиться в правительство республики, потому что мне надо решить жилищный вопрос по квартире.
так как я погорелись. Я обратилась с вопросом по поводу протечки труб с горячей водой, с канализацией, труб отопления в нашем доме, в подвале нашего дома. Ну, жилищный вопрос у меня стоит с 2014 года по переселению из ветхого жилья. Обращался сейчас сюда, здесь. Второй день правительственная делегация посвятила встречам с трудовыми коллективами промышленных предприятий Нерюнгринского района. Так, задать свои вопросы членам правительства смогли работники угледобывающих компаний «Колмар» и «Якутуголь». Собравшиеся приняли активное участие в обсуждении насущных проблем. Ну, достаточно, да, они хотя бы услышали, какие вопросы у людей, что их беспокоит. Вот эти отчетность, которая ведет правительство, оно очень нужно народу. Каждый может задать вопрос. Вопросы были неудобные, острые. Это очень интересно. Встреча была хорошая. Этот формат не первый год сложился замечательно, потому что он необходим. Люди задают вопросы, проблемные вопросы нужно решать. И они не всегда видны, может быть, сверху, да, поэтому необходимо общение непосредственно с народом. Аналогичная встреча прошла и с коллективом Нерюнгринской ГРЭС, где глава района Роман Щегельняк наградил благодарственными письмами работников, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на котельной поселка Иенгра, произошедшей в декабре прошлого года. Были проблемы с одной котельной, это котельная новая, которая самая важная котельная для села, которая обеспечивает теплом весь жилой фонд. И вот почти полдекабря и первую декаду января мы появили ряд аварийных ситуаций, которые привели, к сожалению, к разморозке нескольких квартир в том числе. На сегодняшний день ситуация, я хотел бы сегодня, пользуясь случаем, поблагодарить всех предприятий, всех руководителей предприятий, которые оказали нам очень серьезную поддержку, выделяли персонал, ремонтный персонал, который помогал и восстанавливать систему отопления в домах, да, спасать трассы. Правительственной делегации были заданы вопросы о дополнительном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, нехватке узких специалистов в центральной районной больнице и ремонте дорог. На самом деле мы не первый раз в таком формате проводим вот эти встречи. Не первый раз Кирилл Евгеньевич к нам приезжает с членами правительства. В общем-то, та положительная связь, которая есть, она, как говорится, есть, она набирает обороты. И те вопросы, которые были заданы в прошлом году, они, в общем-то, в этом году реализованы. Встречи с жителями прошли во всех населенных пунктах Нерюнгринского района, на которых собравшиеся отметили те улучшения, которые произошли за последние годы, и выразили надежду на продолжение повышения качества жизни. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Продолжим подводить итоги недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Почти 70 лет медики и пациенты с онкологическими заболеваниями ждали появления в Якутии специализированного центра. В начале февраля свои двери распахнуло новое здание онкодиспансера, построенное в рамках нацпроекта здравоохранения. О том, чем оснащен новый центр и как отреагировали на него пациенты, в нашем следующем материале. В Якутии специализированную помощь пациентам с онкологией начали оказывать с 1950 года. Тогда онкологический диспансер размещался в старом здании бывших яслей, а на лечение и обследование больных было выделено 25 коек. Затем были переезды в так называемые малосемейки и корпуса, разбросанные в разных районах города. Строительство единого медицинского центра, который будет оказывать помощь пациентам с онкологией, стартовало в 2017 году. И вот спустя почти 7 лет строительства здание распахнуло свои двери. Я буквально в субботу разговаривал с министром здравоохранения России Михаилом Ильичем Мурашко. Он еще раз поблагодарил всех тех, кто участвовал в создании этого замечательного центра. Еще раз выразил уверенность в том, что онкологическая служба Якутии, получив такое здание, конечно же, сделает колоссальный рывок вперед. Участие в открытии по видеосвязи принял президент России Владимир Путин, отметив, что это еще один шаг к повышению доступности и эффективности такой помощи. Главная задача, конечно же, сделать этот центр не только красивым,
но и высокотехнологичным, передовым для нашей республики, для наших жителей, чтобы наше население могло получать высококвалифицированную медицинскую помощь по профилю онкологии, начиная от диагностики злокачественных опухолей, от самых сложных методов исследования, лабораторной диагностики, рентгенологических методов исследования до лечения, сложного хирургического лечения. С первых же дней после открытия стартовал прием пациентов. Это уже порядка 40 человек. Причем приезжают как пациенты из города, так и из разных районов республики. Все они отмечают высокий профессионализм врачей и передовое качество самого центра. Мы, жители Якутии, очень рады, что построили нам такой большой, просторный, светлый центр онкологии. И благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту Айсану Сергеевичу от жителей Якутии. Сегодня онкоцентр – это 8 операционных залов, стационар на 180 коек и поликлиника на 210 посещений в смену. В общем и целом 25 тысяч квадратных метров, оснащенных самым современным оборудованием. Всего в распоряжении врачей онкоцентра 1880 единиц самого высокотехнологического оборудования. Это и компьютерные томографы, и магнитно-резонансные установки, и ангиографические. Ну и даже самая настоящая жемчужина онкоцентра – вот этот 260-спектральный компьютерный томограф, аналогов которому нет на всем Дальнем Востоке. Этот аппарат позволяет выявить даже самые мелкие очаги заболевания. В течение месяца поэтапно в работу введут стационарное отделение. Однако онкодиспансер уже стал крупнейшим подобным медучреждением на Дальнем Востоке. А это значит, что теперь якутяне смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Министерство транспорта России рассматривает вопрос ремонта аэропортов за счет новых сборов. На региональные аэропорты, нуждающиеся в ремонте, предполагается разделить на две группы. Под финансирование первой попадают малые аэродромы. Должен появиться специальный фонд, который будет наполняться за счет сборов в подведомственную организацию Росавиации. С этой целью будет введен новый сбор, либо повышенные тарифы за аэронавигацию. Предполагается, что такой подход позволит привлекать для реконструкции аэродромов 10 миллиардов рублей в год. Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта города Певек и доложить до 15 марта. Ну а темпы капитального ремонта многоквартирных домов в республике растут с каждым годом. Так, в прошлом году количество объектов по Якутии увеличилось на 57 домов, а в текущем году планируется провести капремонт более чем в 300 многоквартирных домах. Напомню, в 2015 году президент России Владимир Путин подписал закон о льготах для пожилых людей и инвалидов при оплате взносов за капитальный ремонт. Подробности в сюжете Даяны Федоровой. Значимый фактор процесса улучшения жилищных условий жителей республики – капитальный ремонт в многоквартирных домах. В этом году запланировано проведение ремонта в нескольких населенных пунктах Якутии, в том числе в городе Алдане, Ленске и Мирном. В рамках капитального ремонта также были заменены 315 лифтов в 155 домах. На сегодняшний день работы продолжаются в доме на 202-м микрорайоне. В данном доме 7 подъездов, соответственно, 7 лифтов. Значит, из них в настоящее время заменены 6 лифтов. Значит, наши работы на завершительной стадии. На 2024 год запланированы работы по замене лифтов в 17 домах. Из них, 3 в городе Якутске, и здесь работы уже начаты. Работы по замене лифтов были начаты в прошлом году. На сегодняшний день уже действует 6%. Готовности 7-го лифта составляет более 70%. Вести его планируют до конца текущего месяца. Сюда мы установили лифт Могилевского лифтостроительного завода, потому что давно сотрудничаем с заводами. Это единственный завод, который выполняет полную линейку оборудования самостоятельно. И мы давно поставляем эти лифты в наш регион, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. Этот лифт соответствует всем требованиям, которые по энергоэффективности, по безопасности, и по дизайну более-менее современный дизайн.
Срок эксплуатации старых лифтов вышел за пределы нормативного срока, поэтому было принято решение о замене на новые. Ну, просто как они были старенькие, они, видно, что уже были там залеплены жвачкой столетней, там где-то обшарпанные. А сейчас, все красивенько стало, так, цивильно. В общем, сейчас это озвучиваю эту остановку, потому что, в общем-то, приятно видеть, что новые лифты хорошие поставили. Отметим, взносы на капитальный ремонт являются обязательными для всех граждан, за исключением льготных групп населения. В прошлом году список льготников был расширен. Так, с 1 января 2024 года участникам СВО и их семьям компенсируют расходы на оплату жилого помещения и взносы на капитальный ремонт в размере 50%. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Новый проспект, названный именем первого президента Якутии, обретает новые социальные объекты, а также обзаводится многоквартирными домами. Недавно жильцы одной из многоэтажек получили ключи от своих квартир. Что планируется строить в ближайшее время, смотрите далее. Подписание указа о переименовании состоялось в середине ноября 2023 года. Тогда глава республики Айсен Николаев отметил, именно эта улица – будущее нашего города. В целом вся эта территория будет полностью меняться в последующие годы и станет одним из главных украшений нашей столицы. 3 недели назад в Якутске ввели первый дом, построенный на проспекте Николаева, ранее носивший название улица Автодорожная. Ввели до Нового года 123 квартиры. Сейчас идет ремонтная работа уже жильцов. Большинство квартир передано дольщикам. И планируется, это первый этап строительства, планируется сдача второго этапа, который рядом стоит, с 252 квартиры. Строительство новых домов и переселение из аварийного жилого фонда на новом проспекте реализовывается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициатором которого выступил Владимир Путин. Кроме возведения многоэтажных домов, планируется ввод новых социальных объектов. Стоит отметить, что Якутия уделяет большое внимание развитию инфраструктуры вновь строящихся жилищных комплексов. У нас строится дополнительно 4 многоквартирных дома с общей площадью порядка 80 тысяч квадратных метров на данном проспекте, которые планируется ввести до конца года 1 многоквартирный дом, и остальная часть уже в следующих 25-26 годах. В данном проспекте планируется строительство кинопавильона полного цикла, суперкампус планируется строительство. Своими впечатлениями поделился один из жителей дома на проспекте Николаева. Дмитрий Ушницкий купил однокомнатную квартиру для всей семьи. Он отметил, что вся инфраструктура находится в шаговой доступности. Риэлтор нам предложил вот этот вариант в этом доме. Мы сразу согласились. Место очень хорошее, центр города. Ключи нам дали в этом году, да? И после этого уже узнал, что автодорожная будет переименоваться на проспект Михаила Николаева. Мы тоже порадовались насчет этого. И первый вывеску нам же поставили в нашем доме. Это тоже радует. Строительство новых и модернизация старых микрорайонов на проспекте Николаева позволит сделать жизнь населения более комфортной, а также повысить уровень инфраструктуры. Вероника Таюрская, Иван Сорокаумов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Ленске ребятам из военно-патриотических клубов педагоги и боец спецоперации рассказали о дронах и их значимости в наше время. Отмечу, что с этого года в Центре доп. Образования СРГ открылось новое направление. Школьников теперь учат управлять беспилотниками. Подробности расскажет Светлана Балеева. Военно-патриотическое мероприятие проходит впервые. Организовано оно было педагогами дополнительного образования. Они подготовили для ребят интересную программу. Школьникам рассказали о дронах, видах квадрокоптерах и их значении и роли в нашей жизни. Также продемонстрировали видеоролик на тему дроны военной промышленности и действий на СВО. Цена FPV-дронов – десятки тысяч рублей. Но это ничто, если сравнивать со стоимостью цели. Вот пример. На этой вышке установлена камера с мощной оптикой, направленной в сторону Донецка. Противник использовал ее для корректировки ударов по городу, но тут вмешались операторы FPV-дронов, и камеры не стало.
На интересующие вопросы ребят после видеоролика ответил участник специальной военной операции с позывным «Пиксель». Молодой человек сейчас находится в двухнедельном отпуске. Он с радостью принял участие в мероприятии. Мобилизован он был в прошлом году. Там, в зоне СВО, парень служит наводчиком в минометной батарее. С дронами, рассказывает, приходится встречаться очень часто. Этот современный беспилотный летательный аппарат стал одним из лучших оружий. Их интересовала большая часть, какие ощущения ты испытываешь при том моменте, когда они прилетают. Сейчас, да, они очень, очень значимы, потому что без них трудно. Благодаря этому мероприятию школьники, признаются, узнали больше о квадрокоптерах и дронах. У многих появилось желание научиться им управлять. Это мероприятие, оно очень яркое, очень оставило такое приятное впечатление. Особенно очень было интересно, когда вы запускали самих дронов. Я вообще с звездочками в глазах, наверное, смотрела на это. Для меня это прям очень здорово, и я, наверное, хотела бы обучиться на них. С начала этого учебного года на базе Центра дополнительного образования СРГ работает кружок «Квадрокоптинг». Его руководитель, он же один из авторов проекта «Квадромир», Урал Мавлеткулов, учит ребят управлять беспилотными летательными аппаратами. Вот сегодня провели такое мероприятие, после чего руководители военно-патриотических клубов, они выберут сами 4 участников с каждого клуба, и они будут проходить курсы пилотирования. То есть они научатся основам управления, настройки и программирования. Занятия начнутся уже со следующей недели. В конце года для обучающихся кружка педагог планирует провести соревнования с прохождением полосы препятствий. Проект «Квадромир» Урала Мавлеткулова и Евгения Дуплинской, заместителя руководителя СРГ, выиграл районный грантовый конкурс и получил средства на реализацию идеи. Благодаря этому появилась возможность увеличить охват ребят, посещающих кружок. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В России отметили День гражданской авиации. Через главную воздушную гавань республики, аэропорт Якутск, проходят тысячи людей за день. Проходит более десятка вылетов. За 2023 год пассажиропоток составил более 900 тысяч человек. Рейсы проводятся практически по всей республике и далеко за ее пределами. Наша съемочная группа решила поближе показать работу сотрудников аэропорта. Аэропорт работает круглосуточно. С самого раннего утра начинают прилетать самолеты. К нему уже подходят специалисты, и как только он пристыковывается к нужному телетрапу, начинается ответственная и важная часть. У команды авиатехников есть от 15 до 20 минут, чтобы проверить внешнюю обшивку самолета, двигатели, хвост и крылья, разгрузить и заправить его водой и топливом, прежде чем передать работу другим службам. При осмотре работает один, а так, по идее, на смене 4. То есть, получается, по утрам мы встречаем сразу, иногда бывает то, что 4 самолета, по 3 самолета встречаем сразу. А так самолет по 2 встречаем. Один трап ставит, один ставит на стоянку. Вот сейчас ребята выпускать будут самолет. Ну, конечно, наша профессия очень важна. То, что перед вылетом мы же подготавливаем самолет, осматриваем, если повреждения, как она запускается. И, это важно для авиации. Авиатехники выполняют работу при любых погодных условиях. Иван Парфенов руководит процессом обслуживания кораблей, работает над организацией смены и составляет план по прибывающим и отправляющимся рейсам. Смена функционирует как часы – слаженно, точно и быстро. Получается, у нас все в карте наряда прописано, все эти работы, какие будут проводиться. И сегодня у нас заминочка произошла из-за того, что ледяной нарост образовался на водяном лючке. В данное время ребята устраняют. И из-за того, что расстояние длинное, от Якутска до Москвы, самолет без заправки воды не может полететь. Сейчас заправляем и начинаем буксировку воздушного судна. Работа кипит не только снаружи, но и внутри аэропорта. Множество служб от сотрудников входного контроля до медиков работают над безопасностью и комфортом пассажиров. Важным узлом регистрации авиаперевозок является служба организации пассажирских перевозок. Одной из 50 сотрудниц отдела является Татьяна Щельмак. Я работаю 13 лет. Изначально училась в Якутском авиационно-техническом училище гражданской авиации. Наша профессия, она заключается в регистрации пассажиров, в посадке, выдаче багажа, информировании пассажиров. В день выходит около 20 рейсов. Ежедневно аэропорт обслуживает до 1000 человек.
Аэропорт Якутск является ведущим транспортным предприятием республики, входящим в тройку крупнейших аэропортов Дальнего Востока. В 2024 году в рамках реализации стратегии развития аэропорта Якутск до 2032 года продолжит работать над проектами, направленными на повышение качества обслуживания, обеспечение безопасности и регулярности полетов. Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. В Алдане борьба со снегом ведется большую часть года. Там его выпадает до метра, а средств в бюджете на расчистку дорог от снежного покрова и его вывоз за пределы года катастрофически не хватает. В проблеме разбирался мой коллега Руслан Павлов. Максимальная высота снежного покрова в городе Якутске в зимний период едва достигает 27 сантиметров. А, например, в Алдане снега в 3 раза больше, и к весне алданцы сталкиваются с кучами выше своего роста. При этом снег в Южной Якутии лежит 8 месяцев, и все это время городским службам приходится счищать его с дорог и вывозить за пределы населенного пункта. Денег, как всегда, на дороге не хватает. Мы живем в зиме. 9 месяцев зима, 2 месяца лето. Денег напряженно, но они мне выданы депутатским корпусом, защищена смета, проведен аукцион. Расходы бюджета на содержание дорог в муниципальном поселении город Алдан в год составляют 73,5 миллиона рублей. Из них 3/4 уходят на уборку и вывоз снега. При этом методика расчета тарифа по этой статье в республике едина. Неважно, сколько снега насыпало, метр или 1/10 его часть. Есть методика расчета, она действующая. Она принята верхом, утверждены нормативы. Пока вопрос о том, чтобы увеличить на снежные на районы финансирования, нет. Пока местные градоначальники тщетно пытаются доказать необходимость увеличения финансирования по данной статье, а имеющиеся средства растянуть на 230 дней со снегом, алданцы жалуются на состояние дорог и тротуаров в зимний период и не только. Потому что очень много недочетов, в основном касающихся простой жизни людей, чистки дорог, предоставления коммунальных услуг во всей сфере деятельности. Абсолютно. Поэтому есть очень много вопросов. Все претензии, в том числе и по содержанию дорог, население города и района может высказать правительству республики, отчеты которого начинаются в районе с 12 февраля. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Тем временем в Нерюнгринском районе сборная Якутии по боксу среди девушек и юниорок готовится к предстоящему первенству и чемпионату Дальнего Востока в Улан-Удэ. На тренировках спортсменок побывали наши коллеги. В середине января с первенства республики по боксу среди девочек и юниорок серебряную медаль в Нерюнгринский район привезла Ксения Шамраева, воспитанница спортивной школы «Лидер». Кроме заслуженного восхода на пьедестал победителей, Ксения стала частью сборной команды Якутии по боксу для участия в международных спортивных играх «Дети Азии». Я занимаюсь 4-5 раз в неделю. Иду с удовольствием каждый раз. Сегодня в родном зале Ксении проходят женские сборы по подготовке к первенству ДФО. Очень хорошие сборы. Вся программа была выполнена. И отдых, все было организовано. Все благодаря старшему тренеру Васильевой Оксане Владимировне. 10 спортсменок под руководством заслуженного мастера спорта Оксаны Васильевой тренируются по 2 раза в день. У нас еще большая работа до лета, конечно. У нас еще отберутся на Дальнем Востоке. Они должны 1-2 место выигрывать путевку в Россию, на первенство России. И мы будем готовиться. После Дальнего Востока у нас будет подготовка к России. Первенство России проходит. И еще будем дальше готовиться к детям Азии. Силы и упорство у девочек не занимать. Так было с первых дней, как они пришли в этот спорт. Сперва я просто зашла. Просто интересно было, но потом уже началось все. Республика, ДФО. Впереди у девушек первенство ДФО и России, и международное спортивное событие «Дети Азии». А это значит, что сегодня у спортсменок много работы для своей главной цели – победы. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем.
Ледовый дворец Элейботр стал эпицентром хоккейных баталий между детскими командами из Якутска, Алдана и Нерюнгри. Ребята скрестили клюшки в рамках первенства республики «Золотая шайба». Спортивное событие приурочено к году детства. Подробности в нашем следующем материале. Юные хоккеисты с большим рвением вышли на лед. Поддержать их приехали и их родители. Лед словно плавится от разгорающейся игры. «Золотые соболя» и «Энергия-14» уже встречались на льду в Алдане. И вот спустя время снова сошлись в Якутске. Подготовка у нас шла в течение 1,5 лета, как корт у нас ледовый открылся буквально в ноябре прошлого года. Значит, подготовка у нас идет ежедневная. Ну, как так сказать, я думаю, команда готова, тем более уже с противником мы уже встречались на Кубке в Алдамском районе. Ну, думаю, противник сильный. Сыграли мы с ними тогда в ничью. Это очень хорошая команда, они заняли 1-е место, так что будет сложная игра. Ну, готовились хорошо, настрой, чтобы победить, и будем сражаться. И вы готовы к победе? Да. Если в Алдане соперники сыграли в ничью, то сейчас сильнее оказались «Энергия-14». Они выиграли со счетом 8-3. По словам тренера команды, тренировки у них проходили ежедневно, поэтому физическая подготовка у участников хорошая. Тренирую уже 9 лет. Вот старшая группа, 2014 год, 18 детей. Некоторые еще дома остались, приболели. Есть еще малыши. Только начинают, 19-й год. Девочка тоже 15-го года. Такая хорошая боевая девочка, старательная, показывает отличный результат. Алиса Мартынкевич не считает хоккей сугубо мужским видом спорта. Готова соперничать с мальчишками по скорости и меткости. Вообще у нас у всех хорошо, у всех получается, поэтому мне не очень... Ну, я не всерьез признаю, что я одна из команды девочка. У меня все получается. 3 дня 5 детских команд будут бороться за звание лучших, которые отправятся на всероссийские соревнования «Золотая шайба». Они пройдут в Нижегородской области в феврале. Ну а в марте состоится регулярное первенство Дальнего Востока по хоккею. Даяна Федорова, Аман Отов, Илья Сыромятников, Якутск. Добровольно всем на пользу. Открыт набор волонтеров на игры «Дети Азии». На сегодня поступило более 3000 заявок из 65 регионов, а также из других стран. Всего на спортивных играх будут работать около 2000 волонтеров. О ходе отбора расскажет мой коллега Тимур Калмагоров. Волонтеры на предстоящих спортивных играх будут задействованы по 19 направлениям, а также в качестве добровольцев будут работать медики и сопровождающие команд. Но прежде чем стать волонтером, подавшие заявки должны будут пройти обязательные тестирования и собеседования. Сам тест разделен на 4 блока, и его можно пройти дистанционно. После тестирования мы видим в конце, что какой человек подходит на какую роль, мы видим уже статистику, то есть кто хочет на какое направление попасть и так далее. Всего волонтеры будут работать по 19 функциональным направлениям на играх, например, как атташе, то есть сопровождающие делегации, волонтеры спортивного объекта, волонтеры-медики, волонтеры информационной стойки, волонтеры размещения, питания и тому подобное. Главными критериями отбора участников являются их навыки, опыт участия в других мероприятиях и обязательное знание иностранного языка. Наталья Сидорова начала свою волонтерскую деятельность на 1-м курсе университета и до подачи заявки уже прошла обучение в начале сентября. Волонтер, в общем, должен обладать добрым сердцем, то есть он может полностью отдать себя этому мероприятию, отзывчивость, то есть доброжелательность, трудолюбие и готовность ко всему. По мнению Дениса Томского, представителя Вилюйского района, опыт работы на цехе дал не только определенные навыки, но и стал мотивацией. Я бы хотел работать волонтером службы размещения, а также и сопровождения делегации. Я хочу, чтобы игры «Дети Азии», международные «Дети Азии» прошли на высоком уровне.
После тестирования отобранные участники пройдут функциональное обучение по всем направлениям волонтерской деятельности. Начиная с теоретического блока, заканчивая обучением непосредственно на объектах проведения игр, их подготовят к будущей работе, которая начнется с 25 мая и продлится вплоть до окончания спортивных игр. Тимур Колмогоров, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Спортивные объекты Якутска готовятся к проведению 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». На стадионе, в бассейнах и спортивных комплексах продолжаются ремонтные работы. Большое обновление ждет и спорткомплекс «Дахсун». Специально к играм «Дети Азии» тут будет установлен новый скалодром, отвечающий всем международным стандартам. Продолжит тему мой коллега Александр Хавренко. На время проведения игр «Дети Азии» спортивный комплекс «Дахсун» станет площадкой для 3 видов спорта. Здесь на ринг выйдут боксеры, на помосте будут соревноваться гимнасты, а на новом скалодроме впервые пройдут показательные соревнования скалолазов. Провели ремонтные работы, как видите, поменяли футбольное поле, поменяли беговую дорожку. И вот в конце февраля по 31 мая будут устанавливать вот эти скалодромы. В рамках соглашения между Республикой Саха-Якутия и Фондом поддержки олимпийцев нам подарили вот этот скалодром. Согласно вот этому договору должны привезти и устанавливать вот эти с двух сторон, с западной стороны и с восточной стороны. С начала своей работы в 2012 году Дахсун стал базой для тренировки якутских футболистов. И недавно тут появилось новое искусственное поле. Его высоко ценят как наши спортсмены, так и участники дальневосточного первенства по футболу, которые приезжали на игры в Якутск. Новое поле появилось благодаря подписанному соглашению между главой республики Айсеном Николаевым и президентом Футбольного союза России Александром Дюковым. Перед Новым годом мы прошли сертификацию в Российском футбольном союзе и получили сертификат соответствия на это покрытие, футбольное покрытие. Поэтому сейчас все хорошо, поле нашло свое место. Здесь с 8 до 12, с 2 до 6 часов занимаются дети нашей футбольной школы и частных футбольных клубов. И в вечернее время здесь население арендует и занимается футболом. Дахсун является одним из любимых мест у горожан для занятий спортом. И после завершения игр «Дети Азии» обновленный, отремонтированный спорткомплекс вновь распахнет двери для всех желающих. Александр Хавренко, Григорий Хлопков, Якутск. Фестиваль знаний «Зимний сад» начался в Якутске. В течение нескольких недель в здании Национальной библиотеки посетители смогут увидеть просветительские стенды о выдающихся ученых, принять участие в интерактивных викторинах, а также посетить мастер-классы экологической направленности. Кроме того, на втором этаже представлены сразу 2 крупные выставки картин – нейросетевой живописи и ботанической иллюстрации ученого Айталины Ефимовой. Мероприятие продлится до 21 февраля, участие для всех абсолютно бесплатное. В всем мире принято считать, что когда снег лежит, ботанические сады, ничего не делают. Сидят там, чаек попивают, книжки читают или статьи пишут. Но мы хотим показать, что мы все равно работаем, продолжаем. И одно из основных направлений нашей деятельности, нашего ботанического сада Северо-Восточного федерального университета, это, конечно же, просветительская деятельность среди широких слоев населения. И вот этот вот фестиваль, это как результат этой работы. Кроме того, у нас здесь еще представлен большой пласт материала про исследователей Якутии и названных в их честь растений. Для представителей средств массовой информации прошел мастер-класс с участием известного эксперта. Им выступила популярный этноблогер Маргарита Лянге. Она имеет большой опыт работы в СМИ по этническим проблемам, автор ряда научных публикаций. На встрече представители узнали секреты видеоконтента, как подать на доступном языке информацию для зрителей и при этом как продвинуть свою социальную сеть. Главной задачей встречи стал обмен идеями и практиками в медиаиндустрии. Благодаря семинару в средствах массовой информации материалы выйдут в другом ракурсе. На самом-то деле регион живет богатой, интересной, очень насыщенной жизнью. И очень важно уметь прежде всего тем людям, кто здесь живет, о себе рассказывать и себе самим, и на федеральном уровне. Вот тот интерес и то богатство жизни, которое мы имеем, чтобы оно было представлено, а не только драки, пожары и все остальное. Это неправда. И главное, что это неправильно, потому что не соответствует действительности. Это искажение реальной жизни региона. Вот, собственно, за этим мы и приехали.
Игра в камушки, рисование и бисероплетение. Несколько раз в неделю на якутском стенде выставки «Россия» на ВДНХ проходят различные мастер-классы, которые знакомят всех желающих с культурой народа Саха. Причем в активностях с удовольствием принимают участие как дети, так и взрослые. Подробности в материале Максима Кардозу. Семья Максимовых приехала из Крыма специально на выставку «Россия». Причем в павильоне с регионами они уже во второй раз. Говорят, за один день такой масштаб не осилить. Пришла идея с детьми съездить, показать, насколько огромная наша страна, насколько она богата, насколько она интересна. Ну, чтобы у детей кругозор расширился, чтобы они действительно влюбились в нашу Россию, не только в свой регион, мы из Крыма, но и чтобы они поняли, насколько везде интересно, красиво. На выставке они стараются прикоснуться к разным культурам максимально. И с удовольствием всей семьей приняли участие в мастер-классе по якутской игре «Поленница». Вот тут нужно именно уметь, то есть одну какую-то рандомную палочку брать не получится, тогда ты проиграешь. Нужно именно думать, какую можно выбрать, чтобы не проиграть. То есть на логику еще достаточно хорошая игра, мне очень понравилась. Мастер-классы проводят сотрудники стенда Якутии. Каждый из них настоящий знаток культуры и традиций народа Саха и сможет объяснить посетителям даже самые сложные правила. Больше всего детям нравится игра «Ылык», которая играется по правилам крестиков-ноликов. Она интереснее обычных крестиков-ноликов, поскольку она слегка усложнена тем, что ход не стопроцентный. То есть есть вероятность не попасть, и детям это очень интересно. Подобные мастер-классы на якутском стенде проводятся несколько раз в неделю. Здесь можно научиться бисероплетению, порисовать на макетах бриллиантов, получить урок игры на хомусе и даже потанцевать. И такие активности помогают посетителям выставки проникнуться нашими традициями еще больше. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.